Друзья, всем большой привет! На календаре 11 ноября, и мы по новой открываем навигацию. Да-да, вот такое состояние реки Печора на 11 число. 3 дня тепла сделали свое дело. Большие пласты сорвало, уплыли. Местами река уже стояла, но по новой пошла. Сейчас уже второй день минус, и шуга пошла по новой, но она не так опасна, как было раньше. Вот если мы видим, что раньше льдины были толщиной 10 сантиметров и более, уже 15, народ уже вовсю на заберегах ловил налима, стояли палки. Вода потеплела, вода поднялась, палки уплыли. В общем, не дает мужикам рыбачить. Я, как чувствовал, я даже не начинал. Первый лед мы на реке Печора, на озерах открыли с Иваном Григорьевичем. А на Печоре, вон, что творится. В общем, надо съездить. Открыли навигацию по полной. Лодки было мы уже подняли. Вот Уралочка наша. Спустили обяжку и поставил нашего мотора, нашего прогульщика. В бой идет Сузуки, который у нас вот весь в пыли, в подвале, запылился уже. В этом сезоне он еще воды не видел. Скажу сразу, что спустили, проверил, завелся, воду качает. Так что думаю, дай бог, что все получилось, дай бог, что все было нормально. Ну, поехали. Поехали, друзья, поехали. Так, сразу вам скажу, я уже оставил привет на своем телеграм-канале Коми Рыбак. Кто не подписан, милости просим подписаться и быть в курсе всех событий. Этот ролик вы смотрите уже с запозданием, а те, кто подписан на мой телеграм-канал Коми Рыбак, в прямом эфире уже увидели послание, уже увидели состояние реки Печоры, уже услышали мой привет, и что и как, и чем занимаюсь. Так что подписывайтесь на телеграм-канал Коми Рыбак, и вы будете первые в курсе всех событий, что и где происходит с Коми Рыбаком. Как-то вот так. Так что жду вас на своем телеграм-канале. Погнали. Так, ну что, Сузучечка моя, хорошенькая моя, не подведи. Как мы видим, в бой идут одни старики. Чувствуется моща. Мотор в прошлом году прошел капитальный ремонт, капремонт. Был капремонт двигателя, поменяли поршневую полностью, кольца, поршня, сальники, все поменяли. Горизонтальный вал в редукторе, вертикальный вал. В общем, обошелся ремонт прошлый год мне около 80 тысяч. С дорогой и того больше. На эти деньги можно было купить какого-то китайца, гладиатора какого-то там или еще что-нибудь. В этом году уже все подорожало опять. Так что теперь мы его будем беречь и будем пользоваться только в экстренных случаях, когда действительно нужна надежность. Поехали! Прощай, любимый город, сегодня уходим в море. Море не море, но река. Это время тоже очень и очень опасно. Ладно, с Богом. Поехали. Обяжка насчет этого килевая, она хорошо рубит льдины. Попробуем. Еще одна лодка с низовья сегодня приехала.
Приехали. Здравствуй, жопа, Новый год. Что за фигня? Вот тебе и Сузуки. Что случилось, я не знаю. Что случилось, я не знаю. Полный бак вообще-то. Блин. Что-то, скорее всего, с топливом, блин. Я так думаю. Это напрягает. Вроде пока едем. Вон, как мы видим, по реке на отмелях стоят айсберги. Вы представляете, сколько здесь было льда? Вот там вот выше острова, от берега до берега уже все стояло. Вот здесь, как мы видим, тоже вон все слева, справа стоит. Полностью. Открыто только слева, но там, наверное, мелко. Так что будем попробовать потихоньку пробиваться. Сейчас мы не на Уралочке, так что по мелкой воде много не покатаешься. Вот здесь все уже стояло. Вот, как мы видим, часть унесло, часть еще стоят на кочке. С одной стороны, это хорошо, что река встает по большой воде. Это намного лучше, чем бы она стала по маленькой воде. Весной бы она быстро ушла. И много было бы наледи. Так что чем больше вода при ледоставе, тем лучше. Вон, мы как видим, на кочках весь лед еще стоит. Опа, тут мелко. Вон, вижу дно. Ладно, друзья, потихоньку будем продвигаться вперед. Если что-то будет интересное, сделаем включение, пока едем. Вон рыбаки рыбачат на заберегах. Сейчас спросим, клюет, не клюет. Ну чё, клюет? Вот так вот. Кто-то на лодке катается, а кто-то уже рыбачит со льда. Молчат, значит, клюет.
поднялась и все унесло. До сюда вот все стояло здесь сплошняком. Картина Репина впечатляет. Смотрите, какая красота. Здесь вон айсберги стоят тоже. И тут сплошняком идет лед. Сейчас мы будем играть в шашечки между льдинами. Вот так вот. Вот так вот. Сегодня в течение дня не ударят, все должно получиться. Если вот эти то все будет хорошо. Поехали. О, не смогли. Тихо, 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 тихо. В общем, часть груза выгрузили. Осталось еще 2 населенных пункта, куда я должен съездить. Это в низовьях. Вон народ, как мы видим, ставит сети подо льдом. Не боятся, что унесет. Часть льда стоит. Все, выехал с блокировочкой. Здесь вот хорошо, что хоть есть подъезд к берегу. Да, река стояла. Здесь вот сказали, все полностью стояло, все прорвало. Поехали дальше. Все сложное впереди, погнали. Ну, с Богом. Одеваем варежки. И аккуратненько, внимательно. Главное, чтобы на кочку не наехать никуда. И на толстый лед. Поехали. Фарватер стоит, вот, полностью. Фарватер стоит, река стоит. Но почему-то здесь открыло по правому берегу. Здесь, в принципе, должно быть очень мелко. На глубине все стоит, на мели открыто, но пока едем. Вон, здесь мелко. По идее должно быть. Но мы пока едем. Главное на дамбу не бороться сейчас. Вон. Сейчас самое неприятное, скажем там, если вот сейчас просто оторвет вот эти крупные пласты, что стоят, и все пойдет сплошняком, потому что разик я уже на льдину наехал, и она не проломилась, пришлось отталкиваться.
Вот тебе и Сузуки. Вот тебе и понадеялись на хороший, качественный японский мотор, блин. Который все лето простоял и теперь просто выеживается. То ли бензин не хочет качать, то ли что, я не знаю. Что ему не нравится. Но мне вообще не нравится, как он начал жрать бензин после капремонта. Очень много. Там, где на четырехтактном Меркурии я трачу 7 литров, здесь он жрет 25. И вот, как мы видим, он еще и выеживается. Это мы еще идем по течению. Не знаю, что будет, когда мы пойдем против течения. Не. Просто что-то растохлось, походу. Да. Весело. Тут бензин есть. Хрен его знает. В этих импортных моторах что и как. Все, приехали, блин. Так, ну вроде завелись, пока едем. Это, скорее всего, что-то со шлангом. Походу рассохлась или шланг, или круша. Но я взял запасной шланг от Шармакса. Если будет мозги компасировать, перекину входы и поедем на шармаковском шланге. Потому что ладно по течению, а против течения остановки нам точно не нужны. Странно. На фарватере на глубоких местах река стоит. А идет там, где обычно мы не ездили, где было мелко. Хорошо, что вода поднялась. Сейчас главное не заехать ни в какой карман, блин. В западню главное не попасть никуда, блин. Главное успеть за световой день вернуться обратно, иначе по темноте точно не приедем. Здесь вот мелко. Здесь вот у нас очень мелко. Здесь у нас дамба. Да. Весело. Как мы видим, на Тароса. О, зашибись, еще и встала. Ёшкин кот. Да, бензин не качает. Где-то подсасывает воздух, скорее всего. Будем менять шланг. Ай, хорошо, что взял. Единственное, тут не подходят входы. Но выхода нет. Ну вот, поменял шланг. Поставил от Шармакса. Вроде здесь плотно, здесь нет. Ну, зажал. Вроде завелся. Будем надеяться, что причина была в этом. Я так думаю, шланг от Сузуки за год то, что не пользовались, рассохся.
И то ли в груше, то ли что, я не знаю, то ли где-то пропускают. В общем, скорее всего, подсасывал воздух. Пока завелись, пока едем. Но меня это уже начало немного напрягать. Ладно, будем надеяться, что на этом все неприятности закончились. Едем. Вон, торосы как весной. По метров 5 высотой уже, блин, в некоторых местах на дамбах, вон. Желательно, конечно, чтобы немного потеплело, вся эта хрень ушла бы, и потом бы по новой все замерзло, резко остановилось и по большой воде замерзло. Иначе вся река будет зашугована, и где-то найти место для палок будет очень и очень сложно. Все плотнее и плотнее. Забереги просто широченные. Первые морозы до 15-20, если вода не прибудет, можно мужикам на заберегах 100% ловить уже налима. Но мы здесь точно рыбачить не будем, потому что это очень и очень далеко от дома. Попробуем найти где-нибудь места поближе. Потихоньку продвигаемся так. Ищем места, где почище. Ну вот, а вы говорите, Шармакс плохой мотор. Не зря второй шланг взял про запас. Как чувствовал, посмотрел на этот дубовый шланг, что задубел от Сузуки. Думаю, нет, лучше возьму мягонький от Шармакса, новенький. И после того, если, дай бог, все нормально закончится, я потом этот шланг тоже отвезу в теплое место, чтобы он зимовал в подвале в тепле. Потому что на морозе резина дубеет. Все. Дальше будем ехать. Так, едем. Дай бог, что на этом все неприятности у нас закончились. Если что-то будет интересно, сделаем включение. Погнали. Дорога дальняя, день короткий, надо успеть. На полным не хватает. Все-таки где-то подсасывает воздух, походу. Это уже в самом моторе, наверное. Ехать-то едем, друзья, но ничего хорошего. В общем, я разобрался. Вон. Подкачиваешь. Едешь. В общем, подкачиваешь, на полных оборотах едешь. Не подкачиваешь, бензину не хватает, мотор останавливается. Получается, навернулся типа какого-то бензонасоса. Не знаю, мембраны, может быть, рассохлись. Да то, что год не пользовались. Или что. Ну, в общем, поменял шланг. Едет, дергается, едет. Только перестаешь подкачивать, не едет. Это я сейчас еду еще
по течению. Вот тебе и Сузуки. Лучше бы я на Шармаксе своем поехал. Мерк-то в холод не едет. Сегодня температура где-то -5. И ничего хорошего. Ладно. Будем качать. Будем рулить, будем ехать, пробиваться между льдами. В принципе, если не прорвет никакой затор, пока ехать можно. И главное, никакой карман не заехать. В общем, надо ехать там, где плывет лед. Там, где чисто, лучше туда не заезжать, иначе попадешь в какой-то карман и можешь оказаться в ловушке. Как-то вот так. Вон, как мы видим, по заберегам везде сплошняком стоит лед. И где стоит лед, там местами чисто на карманах. Но там дальше дороги нет. В общем, передвигаемся по краю ледохода. Как-то вот так. Третьей руки у меня нету, так что съемок пока не будет. Одной рукой качаем, другой рулим, газуем. Пока приятного мало. Все, погнали дальше. Проезжаем нашу избушку. Как мы видим, курья вся замерзшая. Забереги большие. И вон к избе уже не подъехать. Метров 50, наверное, забереги. Так что, если, дай бог, все получится нормально, мы к этой избушке скоро с Иваном Григорьевичем, послезавтра, наверное, попробуем добраться на снегоходе, на нашем урагане. Потому что много чего осталось везде. Ловушки для мальков, садок для мальков, барабан для хранения мальков. Много чего. Фонарики там, много чего по мелочам. Приедем на урагане и заберем вместе. Сейчас время терять не будем. Мы еще едем вниз, за нами еще подниматься против течения очень и очень много. Как-то вот так. Постоянно качаю грушу. Я понимаю, это будет обалденный расход топлива. Взял с собой полный бак 25 литров. Главное, чтобы хватило. Что-то с бензонасосом, с мембраны, я так думаю, что-то где-то рассохлось. Так что в такие поездки, когда от мотора зависит очень и очень много, лучше на будущее ездить на том моторе, который едет, а еще лучше с собой взять запасной. Так что хрен его знает. Еду вниз по течению, а поднимусь ли обратно на нем, кто его знает. Вот, постоянно качаю. Только остановился, все, мотор заглох. А так едет все нормально, только нужно покачивать бензин постоянно. Ладно, все, друзья, едем. Дай бог, что все хорошо кончилось. Так, ну вот на улице потеплело. Приехал еще в одну деревню. Все раскидал, все раздал, все хорошо. Остался еще один населенный пункт. И все на сегодня. Пока тепло, надо пользоваться моментом. Лед хоть и плывет, но зато к лодке сейчас ничего не намерзает, все хорошо. Поехали дальше. Ну, давай. Хватит выделываться уже, давай, работай нормально. Не хочет.
подкачке работать совсем не хочет. Вот одной рукой качаю, второй рулю, все, немного проехал и все. Не качает бензин. Что-то где-то рассохлось. Проехать на полном ходу, а где-то вот так вот приходится крутиться, вертеться между льдин. Вот какие дорожи все нагнало. Печора была уже на грани остановки, вот. И все опять ушло. Получается огромными пластами сорвало, и вот они бороздили. Вон какие горы, как весной, как весенний ледоход уже. Это не мелкая шуга, лед, потому что был местами уже 10-15 сантиметров, судя по льдинам, которые вот остались на берегах. И если сейчас дальше будет тепло и это все растает, это будет просто огромный поток. Воды будет очень и очень много. Тем временем у нас хорошая новость. Боюсь глазить, чуть-чуть военцы когда. Но я уже еду без подкачки на средних оборотах. Что-то вроде размякло. Бензин начал хорошо качать. И дай бог, чтобы это так и было. Пол реки уже стоит, все зашуговано. Ну вот как вот здесь рыбачить? Здесь сейчас на таких местах бесполезно что-либо делать. Ни о какой рыбалке здесь, ни о каких палках, продольниках и речи быть не может. Тут все зашуговано, забито льдами до конца, до дна. Вот такая вот картина. Унылая. Так что будем надеяться, что все-таки потеплеет до конца, вода поднимется, унесет этот лед зашугованный весь, и все замерзнет по новой. По прогнозу больших морозов не ожидается, так что на Печоре еще рыбачить будем не скоро. Дай бог, чтобы озера не растаяли. Будем ловить опа на жерлицы. Как-то вот так вот приходится маневрировать. Ладно, друзья, осталось совсем немножко. Дай бог доехать, выгрузиться и поедем обратно. И все-таки даже такая осень прекрасна. Вот и все. Дело сделано. Задача выполнена. Осталось вернуться обратно домой. Вот, как мы видим, полностью везде все зашуговано. На этом месте вообще только небольшой перешейчик. По фарватеру лед идет и все. Но без морозов оно не остановится. Оно так будет идти. Так, сейчас мне главное выйти. Это я сейчас заехал в Курью. Сейчас мне главное надо выйти на фарватер, как-нибудь проехать вот этот лед, и потом между льдами потихоньку уже по направлению домой, вверх по течению.
подъезжаем. Вот этот лед еще стоит здесь. То поехали. Но сейчас мы волнами расшатаемся и, возможно, вот это уже пойдет сейчас. Да пусть лучше уж пойдет, да по новой встанет. Вот как-то вот так вот потихоньку, маневрируя между льдинами, будем продвигаться ближе к дому. Опа. Как-то вот так. Дай бог до темноты успеть вернуться домой. Ну а по приезду снимем пару кадров. Ну и заодно опять же скажем привет телеграм-каналам, что мы вернулись, все хорошо. Потом будет сладко. Пока-пока, до весны! Ну вот, передали посылочку еще коренному жителю этой деревни. Все, теперь уж точно все дела сделаны. Начало темнеть, но надеюсь, до полной темноты, если все нормально будет, доедем. Погнали. Вот эта деревня, в которой позапрошлый год мы жили на рыбалках, а в этом году здесь даже и не ночевали ни разу. Василий остается. Палки на Налимову у них уплыли. Сетки тоже, ну ничего. Будут морозы, будет лед. Погнали.
Ну вот и подошло к концу наше сегодняшнее путешествие. Уже начало темнеть. Время, наверное, уже 4 час. Сейчас посмотрим. Хорошо то, что все хорошо кончается. Время, да, 14:48, а на улице уже начало темнеть. Вот такой вот короткий у нас день на севере. Летом у нас белые ночи, не темнеет, а зимой темный день, так сказать, не светает. Ну ничего, день короткий, но мы все успели. Все, теперь звоню Роману. Ромка приедет. Мотор. Опять в стойло. Опять в подвал. Лодку опять тащим наверх. И опять закрываем навигацию. На этот раз, наверное, уже, думаю, уже до весны. Хватит. Накатались. Теперь будем ждать только зимнюю рыбалку. Так что на озерах она будет уже скоро. А на Печоре как получится, так получится. До встречи на рыбалке. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Всем пока. Увидимся.